Мы попали в Стокгольм. Я только что вышла из этого автобуса, и теперь нужно пойти в город, в хостел. И там меня, короче, ждет сюрприз. Я сейчас вам покажу. Вот. И идем мы туда. И вот так вот, короче, окружение выглядит. Сейчас время 16:00. Чуть-чуть облачно. Надеюсь, тут дождя не будет. Надеюсь. Полно такси. Люди, походу, вышли из работы и идут домой. Короче, Google говорит идти прямо. Так я и делаю. Иду прямо. А потом повернем. Будем ли мы сегодня гулять, я пока что не знаю, потому что говорят, что в этом городе солнце садится очень быстро, рано. Короче, посмотрим по ходу. Короче, смотрите, по ходу старый город, он вон там. А мы идем сюда. Говорила я об этом или нет, но я прям с утра так хотела рамен покушать. Я нашла прям по дороге к своему хостелу вот такое вот прекрасное заведение, где можно покушать классный рамен за отличную цену. Короче, вот так вот. То, что я заметила, какие в Италии, в Скандинавии, оказывается, сначала вы платите за еду, а потом уже спокойно сидите и ждете, а потом довольствуетесь ею. И, короче, вот такой вот рамен получился. Короче, я уже попробовала несколько раз этот рамен, и он просто божественный. Я пока еще не разобралась, как его корректно кушать, но тем не менее. Просто вкусно, объединение. Быстро и уверенно, я просто загоняю этот суп. Самый оно. Но он очень острый. Именно этого мне и не хватало в этом путешествии. Чего-нибудь горячего, чего-нибудь острого, чего-нибудь водянистого. Как видите, практически я уже все скушала, так как это было просто объедением. И, короче, осы мен қазір отқананда рамен сататын мини-рестораным күшті. Өте дамды шықты. Коротко о самом городе, да? Ну, пока что такой вот стабильный, в немецком стиле построенный город. Все средне со вкусом сделанное. Пока что ничего прям сверхъестественного мы не видим. Просто стандартный город. И я в этом стандартном городе буду 5 дней, прикиньте. Короче, пройдя чуть-чуть, ситуация меняется. Она более так существенно облагородилась. Правильно ли я сказала это слово? Уже как-то интересно смотреть на архитектуру. И скоро мы повернем. Ну, это как бы не совсем вот, супер туристическое место. Ну, может, из-за этого, да, архитектура тут easy level. Коротко, о моем счастье, у них есть куб. Тут не будет Джокера, надеюсь. Потому что Джокер чуть-чуть дороже, чем куб. Был бы тут еще прямо 1000, вообще классно было бы. Вот так вот мы спустились. И ко мне пришло письмо на Gmail, что ресепшена сегодня не будет, и что нужно взять отсюда вот конвертик и пойти к своему номеру. Я думаю, это какой-то прикол, а оказывается, не прикол. Короче, я, оказывается, вообще не заметила тут номера. Тут, оказывается, имеются номера в каждой комнате. И мне нужно найти номер 1. Я его ищу, потому что я слепая. Как же без этого?
Короче, бродила я по этому коридору и по тому коридору, потому что я тупая. Тут смотрю, тут тоже что-то есть. Стало интересно, пошла. И тут, короче, номер 1. Uno. Прикольно. Достаем свой ключ и пытаемся как бы использовать его. Короче, мой рум. Двойной. У меня тут, короче, апгрейд. Меня повысили. Мои пусечки. Все туалеты, все души снаружи. Ну, сказали, что я тут буду одна. Посмотрим. Поживем, увидим. Мы опять вышли из хостела, и я собираюсь посмотреть достопримечательности, которые находятся максимально близко. И, короче, смотрите, тут даже вывески есть, куда нужно идти. Налево, направо, в полицию. Куда салтасом полиция, да? И мы идем в центр. Плюнув на всех, да? Что-то я как-то легко оделась. Но, наверное, не простужусь, потому что мы же кушали очень острый рамен. И перед тем, как, по идее, начать прогулку, мне бы сначала нужно было бы купить клей для ресниц, потому что я свой тут где-то уронила. Не знаю, в каком городе, не знаю, в какой стране. Вот теперь думаю туда зайти в нормаль и купить новые. Тут какая-то статуя. Голова мужика. Вот как выглядит шведский нормаль. Копенгагский мы уже видели. Этот магазин действительно огромный, что здесь, что в Копенгагене. Можно смотреть бесконечно. А я купила, все-таки нашла свой клей. Так что я не вижу как бы смысла тут блуждать. Купила я свой клей для ресниц, и мы теперь идем на ратушу. Надеюсь, слишком темно не станет, пока я туда дойду, пока там посмотрю все, пока потом еще вернусь назад за водой, потому что я забыла, что у меня вообще-то воды тут нету. И что мне теперь умирать от сушняка? Конечно же нет. Как я уже говорила, пока что смотреть особо нечего. Мы прошли какие-то там здания коробочные с витринами, точнее,
с зеркалами. Мы прошли университет, видимо. Становится холоднее. Но я как-то держусь, потому что я мужик. И, короче, мы идем по-быстренькому посмотреть эту ратушу стокгольмскую. Что-то сердце мое говорит, что мы пойдем сейчас в автостанцию сначала, а потом уже на ратушу. Знала бы я это, я бы сначала на ратушу бы пошла, а потом бы в свой хостел. Тут тоже люди, оказывается, бегают. Я думаю, они только там бегали. А нет, и тут тоже бегают. По-моему, я так думаю, что вот, смотрите, часовня, да, вот, и там, по-моему, ратуша, сама ратуша. Нужно туда идти и посмотреть, что там есть. Вот именно из этой улицы мы спустились, и вон там, короче, была автостанция. Ну, где-то там. Автобус остановился, и мы все такие выбежали из него, как будто у нас сейчас покусает кто-то. Вот, наконец-то, я, оказывается, свою камеру не протерла. Она вся такая была в пыли, так скажем, возможно, в воде, потому что я в туалет уходила, да? И мы, короче, бежим дальше. Получается, один огромный из этого плюс, мы идем как бы вниз, как бы мы падаем по улице. Не надо прям наверх идти и все такое. Придумывать велосипед. Очки надень, чтобы никто не узнал. Короче, шли мы вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А теперь мы собираемся повернуть сюда. Лишь бы не споткнуться и не упасть где-нибудь. Потому что тут настолько красивые парни и девушки ходят по улице, что не хотелось бы опозориться. Короче, есть такая тема еще, что вот шведы, а именно стокгольмцы, ненавидят, когда к ним очень близко подходят, там, нарушают их, как там, внутреннее пространство. Все мы это проверим. Но прямо сейчас я, короче, у светофора подошла к одному шведу. Ну, я прям не сказала бы, что так очень круто близко. Но он раз такой отошел и сразу перешел дорогу, даже несмотря на то, что там еще не было зеленого цвета. Странно, конечно.